Доброе утро! Представляю вашему вниманию майский номер журнала «Магариф». Нашей героиней является Альбина Ярулина, учительница татарского языка и литературы. Ее, несомненно, узнают ученики Казанской школы номер 18. Она стала победительницей городского этапа конкурса «Учитель года». Сегодня учителя татарского языка оказались как никогда подготовленными к современным условиям. В работе с детьми, говорит она, нужно помнить, что новое поколение детей Z невозможно заинтересовать только мелом, доской и учебниками. Нужен интерактив. Не понимая интереса учеников, невозможно с ними быть на одной волне. 27 мая мы будем отмечать столетие со дня образования ТАССР. В преддверии этого грандиозного события мы публикуем материал доктора исторических наук, академика Индуса Ризаковича Тагирова. Он размышляет о том, могла ли еще в 1917 году воплотиться в жизнь модель демократической республики в виде федерации. Вы узнаете о том, как столкнулись позиции Ленина и Сталина в этом вопросе и почему опоздали эсеры с созывом учредительного собрания. Еще в 1924 году видный политический деятель Мирсаид Султан Галиев предсказал распад СССР. Академик Индус Тагиров рассказывает о причинах, вызвавших парад суверенитетов, и о длительных и непростых переговорах Татарстана с Россией. О роли Сергея Шахрая, Геннадия Бурбулиса, Егора Гайдара, Ментимира Шаймиева, Василия Лихачева, Мухаммада Сабирова и других политиков. По словам Индуса Ризаковича, подписанный в 1994 году договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий в свое время был воспринят как образец того, как нужно решать сложные вопросы в многонациональном государстве. Теме истории и инноваций в историческом образовании Татарстана посвящена и статья преподавателя Института развития образования Республики Татарстан, заслуженного учителя Татарстана Ильсии Факеевой. Гостем рубрики «Глава онлайн» стал руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиатуллин. Когда-то на берегах реки Бавлы, одна из версий гласит «Баллы», что значит «сладкое», находились имения русского химика, академика Александра Бутлерова и видного русского писателя Сергея Аксакова. По количеству известных писателей и литераторов Бавлинский район уступает лишь Арскому району. Это родина Фаниса Ярулина, Миргазияна Юнуса, Сирина Батыршина, Рашида Ахмедзянова, исследователя подвига Мусы Джалиля, редактора и писателя Рафаэля Мустафина. «Наша земля, — говорит мэр Рамиль Гатиатуллин, — дала родине 4 героев Советского Союза. В Парке Победы проходят праздничные торжества в День Великой Победы». Мэр Бавлов рассказывает о том, как выстроена образовательная система с учетом интересов многонационального населения. С ним мы поразмышляли о недостатках и преимуществах дистанционного обучения. Одним из примеров успешной школы, в котором внедрены инновационные технологии, является Бавлинская школа номер 7. По результативности она вошла в проект, который осуществляют нефтяники, и получила дополнительное финансирование на современное оснащение здания. Ей посвящена отдельная статья. Подписывайтесь на журнал «Магариф» и будете в тренде изменений в образовательной системе Татарстана.